Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Сегодня у нас с вами очень интересное занятие в нашем музее. Но для начала я хотела вам рассказать, где мы находимся. Хотя, может быть, вы знаете, где мы находимся. Вы знаете, где мы находимся? В Каюма-Насыри. В музее Каюма-Насыри. А что это за помещение вот такое вот? На что это похоже? Давайте посмотрим. Да, Это комната, где жил Каюма-Насыри. Да, это комната, где жил Каюм-Насыри и работал Каюм-Насыри. Посмотрите, здесь есть у нас книжный шкаф, у нас здесь письменный стол, у нас есть очень много письменных принадлежностей. И они все заполнены чем? Как вы думаете, что в них есть? Книжками. Книги, а еще что взять? Фотографии есть, потому что во времена Каюм-Насыри уже люди делали фотографии, правильно. А еще посмотрите, есть разные свитки, да, вы видите? Различные. Они настоящие древние? Да, они настоящие, но они не настолько древние. Они могут быть с 18 века до начала 20-го, до 1918 года. Такие свитки точно были. Так вот, это действительно кабинет ученого. В кабинете, конечно, могли быть книги надо было складывать в книжный шкаф, но еще могли быть у Каюма-Насыри такой рабочий беспорядок. Вы когда в комнате у себя что-нибудь делаете, у вас же книжки наложены друг на друга, татары говорят, елептора, да, везде, книги, тетрадки, ручки, карты, потому что вы учитесь, вам это все нужно, так ведь? Вам сейчас нужна математика, а через 5 минут, может быть, вам нужен будет окружающий мир. Может быть такое? Конечно. Вот, у Каюма-Насыри было примерно так же. Ему нужно было одно, а потом тут же другое, поэтому в этом кабинете могли стоять книги. Ну и воспоминания об этом как раз и говорят, здесь было очень много книг. Ну, у Каюма-Насыри, помимо всего прочего, здесь мог быть еще и сундук. Вот для кого-то золото – это богатство, да, и сокровища, камни, бриллианты – сокровища богатства, а для кого-то знание богатства. И у нас здесь есть интересный сундук, в котором тоже есть что-то интересненькое. Давайте мы его посмотрим. Есть тайные знания, которые народные сказочники хотели нам передать. Как расшифровать символы, что рассыпаны в сказках, что объединяет все народные сказки. Их главный принцип – повторение. Вспомним, как мы постоянно проговариваем одно и то же в репке или теремке. Именно поэтому эти сказки легко усвоить. Для них даже термин придуман – кумулятивные сказки. Это первый учебник жизни для ребенка. Я предлагаю взглянуть на народные сказки под иным углом зрения. Смотрите, сундуки могли быть разными, да, вот у нас есть, например, здесь еще такой вот сундук. Что могло в нем храниться? Вот когда-то моя прабабушка... Да, одежда, белье тоже было. Нет, кастрюли и ложки в сундуках редко когда хранили. Чаще всего то, что очень ценно. Это могли быть полотенца, это могли быть золотые украшения, а еще это мог быть сахар, потому что сахар был очень-очень редким предметом еды. Нет, муки не было, потому что мука пыльная, она там все испачкает, а тут сахар в сверточке там хранили. А еще могли хранить книги, конечно же. Вот, например, здесь в нашем сундуке представлены различные полотенца. Когда девочка была маленькая, ей предлагали, вернее, ей собирали приданое, готовили всякие полотенца, скатерти, одежду, наволочки, простыни, чтобы когда она выйдет замуж, ей дали вот в свою взрослую уже семейную жизнь вот такой сундук со всем таким тканевым материалом. Но, как я уже говорила, в нашем музее есть еще один сундук. Вы видите еще один сундук? Да, вот он, да. Давайте посмотрим, что в нем. Это очень интересный сундук. И этот сундук когда-то, возможно, принадлежал Каюму-Насыри и, возможно, даже находился именно в этом кабинете. В этом кабинете, даже не именно. Его нам передала племянница, внучатая племянница Каюма-Насыри, то есть у Каюма-Насыри не было своих детей, соответственно, внуков у него тоже не было, но у него были родные братья, у которых были дети. И вот у этих детей дети, они рассказывают, что этот сундук когда-то был вывезен отсюда и находился у них дома, и они сами спали на этом сундуке, и всегда считали, что это Каюм Бабайның сандығы, то есть сундук Бабая Каюма. И потом уже, когда они узнали, что создается музей, они решили, что этот сундук нужно вернуть сюда, как бы на свое исконное место. Что мог хранить Каюм-Насыри в таких сундуках? Теперь давайте посмотрим, что в этом сундуке. В
Вот. Что здесь? Ничего. Как это практически. ничего? Ульяна, ну-ка давай присядь, чтобы было видно всем, кто сверху. Смотрите, здесь есть книжка. А в книжке что? Закрываем. Отпускай, я закрою. Пальцы аккуратно. А в книжке что? Веселяр. Сказки, легенды, предания, былины. Сказочники осознают теснейшую взаимосвязь сказочного и реального миров. И рассказывая о добрых и сильных героях, побеждающих зло, сказочники и сами становятся такими добрыми и сильными, всегда готовы помочь побороться за справедливость. «Колобок». Во многих странах есть сказки со схожим сюжетом, и везде главный герой – хлебобулочное изделие. Например, пряничный человечек из Шрека – это не что иное, как пряничный мальчик из европейских народных сказок, аналог русского колобка. В Германии главный герой – блин, а в Шотландии – лепешка. И практически все эти сказки с печальным финалом. Только вместо лисы, например, съесть непослушного человечка может свинья. Эта сказка учит послушанию. Она объясняет, что за дверью родительского дома могут скрываться опасности. А если попал в трудную ситуацию, нужно проявлять смекалку и хитрость. У этой сказки, кроме космического смысла, есть и обыденный. Человек вполне может победить того, кто боится зайца, может противостоять агрессии волку и даже может обойти грубую силу медведя. Но победить того, кто хитер и изворотлив, очень трудно. Tilki ham atash. Tilki bir vaqt bir og'och yonidan o'zganda ko'rdi. То есть лиса шла мимо дерева и увидела. Ағаш башында bir ateş утыра. Что она увидела? На дереве был петух. Сидел петух наверху дерева, да? Ateşке aytdi. То есть лиса сказала петуху: «Эй, дус, ағаш башынан төшмисеңме?» Что сказала лиса? Ульяна, сможешь ответить? Эй, друг, да, что дальше? Ты не собираешься с дерева спуститься? Да, а лиса у нас какая? Мы знаем, что она Хитрая. хитрая, вообще хитрая. называют плутовка. Да, еще иногда можно современным языком сказать, что она кто? Стратег. Зачем она хочет, чтобы петух слез с дерева? Чтобы его съесть. Чтобы его съесть, но она же не может сказать: «Эй, петух, слезай, я хочу тебя съесть». Она что-нибудь придумает, так ведь? Давайте послушаем, что же она придумала в этот раз. «Эй, дус, ағаш башынан төшмисеңме? Җәмәгать булып бергә намаз укыр идек». Что сказала лиса? Друг, давай вместе намаз почитаем, спускайся с дерева. Да, давай вместе как бы намаз почитаем. А это ж такое богоугодное дело, да, вместе намаз почитать. Сказала лиса, да, вот так вот. Әтәш әйтте: «Әле хәзердә имам агач артында йоклап ята. Имамны уят». Что сказал петух? А ты, агач, рядом с деревом имам спит? Спросила его. Да, смотри, до сих пор там вот за этим же деревом, говорит, спит тот, кто... Имам спит. Ты его разбуди. Только карады, күрде, агач артында бер эт ята. То есть лиса посмотрела, и что она увидела? Что за деревом спит собака. Курыкты, кашып ките башлады. Как перевести? Курыкты. Испугалась. То есть она начала прятаться, да, она испугалась. А кого испугалась она? Собаку. Собаки, да. Видите, какой петух хитрее оказался? Әтәш әйтте: «Кая барасың? Куда уходишь, лиса? Җәмәгать булып намаз укырмыз? То есть будем ли мы читать намаз вместе с җәмәгатем? Ты же сама хотела». Только әйтте: «Тукта, сабыр ит, тәһарәтем бозылды, тәһарәт яңартып килим», диде, кыйрыгын күтәреп сызды. Что сказала только? Она сказала: «Подожди, у меня омовение испортилось, мне надо его обновить, мне надо омовение взять». Но вы знаете, да, прежде чем читать молитву, нужно брать омовение. Вот, я пойду схожу, возьму омовение, умою лапы, лицо, нос, рот, хвостик помою. И под этим предлогом она куда? Ушла, улизнула, так ведь? Вот давайте теперь подумаем, кто хитрее оказался, петух или лиса? Петух. Петух оказался хитрее. А смотрите, а лиса все-таки признала свою трусость? Азиат? Лиса признала свою трусость? Наверное. Почему? Так признала или не признала? Признала.
Как ты это аргументируешь? Потому что она убежала и не вернулась. Но она сказала, я испугалась, собака убежала. Она так сказала? Нет, она тоже хитрая, она не призналась, да, Улья? Она сказала, что... Что она сказала? Что? Я умою лицо, носик помою, ротик и хвостик. Ага, и под этим предлогом убежала. А кого она испугалась? Собаку. Да, то есть она-то намазы читать-то и вовсе и не хотела, как оказалось, так ведь? Все эти сказки в свое время собирал Каюм Насыри и записывал в отдельные книги. Да, она можно считать, что она народная. Нет, книга. Книга сама, вот это нет, не древняя. Это как раз говорит о том, что люди хотели, чтобы сказки и деятельность Каюма Насыри, его творчество сохранилось и до сих пор. Она древняя. Эта книга нет, но все, что в ней, древняя, деятельность Каюма Насыри педагогическая начинается с 1955 года. И тогда он преподавал как раз в Казанском духовном училище, где готовились будущие священнослужители. Он как раз был преподавателем татарского языка, его пригласили. Кстати, это и стало причиной того, что его стали называть Урыс Каюм. То есть Урыс Каюм. Почему? Потому что он преподавал вот в среде русских. И когда мы смотрели, даже не я, когда мы поднимали архивные документы Казанского духовного училища и Казанской духовной семинарии, он не преподавал грамоту, он не преподавал грамоту, сколько он преподавал культуру татарскую, потому что грамоту преподавали там другие преподаватели, в частности, мог преподавать Ильминский. А вот Каюм Насыри больше пытался познакомить своих учеников, будущих священнослужителей, с татарской культурой, бытом, вообще через сказки. И он пытался им объяснить, на чем зиждется вообще вот это миропонимание, миросоздание татарского человека. Мы с вами прослушали сказку «Аташ Блян Тельке», так ведь? Ну смотрите, я вам прочитала эту сказку на татарском языке. Какие здесь буквы? Вы видите, вы можете их прочитать? Араслан. Вот, ну вы можете... То есть вы можете... Да, то есть вы можете прочитать эти буквы. А если бы я вам сказала вот это прочитать, вы бы смогли это прочитать? Нет. Нет, смотрите, как интересно. Вот эта книга, она новая, она была переиздана в 20 веке, а Каюм Насыри жил в 19 веке. В 19 веке татары писали вот так, вот такими буквами. И сегодня мы будем учиться с вами так писать. То есть татарский язык, по которому мы говорим, например, Мин, Буген, Ашадам. То есть это новый татарский язык? Нет, это тот же старый татарский язык. Но вот чтобы написать его на бумаге, раньше использовались вот такие буквы. Мин, Буген, Ашадам могли раньше вот такими буквами написать. Это, да, арабские буквы, видим, да, это арабская графика. А сегодня Мин, Буген, Ашадам будут писать вот такими буквами. Эта графика называется кириллица. То есть графика, то есть буквы, которые тут написаны. Так вот, и почему мы с вами здесь так сидим? Вроде бы не очень удобно, да, как-то непривычно нам. На самом деле нам очень непривычно. Вот Каюм Насыри в этом кабинете когда-то тоже проводил вот такие вот небольшие уроки для небольшого количества людей, детишек, да, и могло быть и 3, и 2, и только 1 ребенок. И вот, как правило, могли проходить вот за таким низким столом. Ну и у нас с вами сегодня первый урок Шакир. Да, кто такой Шакир? Кто мне скажет? Шакир. Или Шакерт? Ученик? Нет, ученик. Вы мои Шакирда. Теперь у вас я вам дала тетрадки, такие небольшие. Я вам сейчас расскажу, почему я дала вам такие листочки. Когда-то мы делали выставку, посвященную всяким учебникам татарским 19 века. То есть все учебники были вот с такими буквами. И вот там мне попала тетрадка одного ученика. Она выглядела вот так. То есть это был такой листочек. И у нее вот эта сторона была открытая, вернее, свободная от всяких записей, а вот на этой стороне у него были линии. И вот здесь тоже были линии. Такая маленькая тетрадь? Да, но у нее она была сшита, там было несколько листов, примерно 6 страничек было, но вот у вас пока только 2, да, мы пока только учимся. И вот она была разлинована, и на ней он учился что-то писать, он писал там сочинение, там было. Вот, это был, наверное, современный 3 или 4 класс. Но для того, чтобы это написать сочинение, нужно же что знать? Арабский язык. И еще? И татарский. Татарский язык нужно было знать, не арабский. Надо было знать арабские буквы. Сейчас мы с вами будем учиться писать арабские буквы.
А кто такая курочка ряба? Ряба – это рябая, особая раскраска перышек. Домашние животные, имевшие разноцветный окрас, считались приносящими хозяину удачу и счастье. Волк и 7 козлят. Эта история учит принципу «доверяй, но проверяй». Относись настороженно к незнакомцам, соблюдай границы и не всегда верь тому, что говорят, даже если это сказано сладким голосом. Репка. Эта сказка, как и большинство древних сказок, символична. Одни исследователи считают, что она учит необходимости связи с семьей и взаимопомощи. Символично и то, что репка обладает такими сильными корнями, что ее не вытащить. Репка – метафорическое обувание Луны, яйца курочки рябы – истинные и ложные ценности, но ее прямое назначение – развитие, тренировка детской речи. Но это на самом деле, вот это письмо, это приглашение Каюма Насыри на одно из мероприятий. То есть лично Каюма Насыри приглашают, и вот туда же написали дату, число и куда нужно прийти. А мы с вами продолжаем наш урок дальше и пишем следующую букву. Какая следующая буква? Б. 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 Да. Давай, Ульяна, тебе напишу эту букву. Ты эту пропись возьмешь с собой. Хорошо. И будешь еще дальше. Смотрите, точка, вот у вас строчка, да, буква Б пишется, вот эта тарелочка пишется на строчке, а точка ставится под строчкой. А как будет Б в середине слова выглядеть? Б в середине слова. Ну-ка, хозяин, давай, Б в середине слова. Потому что арабские буквы, они в начале слова дают одно написание, в середине другое, а в конце тоже могут выглядеть по-другому. В середине слова... Понял, вспомнил. Ну-ка, давай. Вот так вот. Нет. А как? Так же вроде. По-моему, вот так. Сейчас. Так, и снизу Вот только. так. И снизу точка. Вот. При том, что она не должна быть выше, чем ваша тарелочка. То есть вот Б. То есть мы это убираем, да, тут стол кривой. Вот отсюда соединяется. Давайте я вам напишу. Хотите? Сам сделаешь, да, хозяин? Так, давай, Ульяна, тебе сделаю. Вот так и вот так. То есть ты вот сейчас здесь будешь продолжать. Вот эта полосочка, вот что она означает? Что здесь какая-то буква, допустим, да? И она дальше соединяется с какой-то буквой. Мы просто пока здесь в прописи не знаем, какая буква. При помощи сказок дети усваивают черты национального характера. Это социально-бытовые сказки и сказки о животных. Существует несколько вариантов сказки «Зимовье зверей». В болгарской сказке бык пускает своих товарищей в дом, потому что ему их жаль. В русской сказке – потому что они угрожают ему разрушить дом, если он их не пустит. В болгарской сказке лиса приютила котишку по доброте душевной. У русской лисы интересы более меркантильные. Ей хочется поудачнее выйти замуж и держать в страхе все лесное сообщество. Существенная разница между нашей и индийской царевной-лягушкой. Наша изначально красавица, она заколдована, и Иван, не желая долго ждать и вообще не задумываясь о том, зачем нужна была эта лягушечья личина, бросает кожицу в огонь. В индийской сказке этого и в помине нет. Выбрал он лягушку по чистой случайности, и лягушкой она была всегда. Досталась ему такая жена, и он ее полностью принял. «Хочу, — говорит лягушка, — к батюшке твоему во дворец на праздник». Он ее и повез с собой, немало не стесняясь лягушку. И в девушку превратилась она именно из-за такой любви к ней. И многие, конечно, в тот момент не понимали, называя его Урас Каюм. А сам Каюм Насыри писал, что, дескать, глупцы те, кто меня так называют, потому что я пытаюсь показать другой культуре, соседней, которая живет вот на другой стороне озера Кабан-и-Булака, что бесполезно делать некоторые вещи. В частности, вот если брать еще несколько сот до этого события, например, насильственное крещение татар, да, то есть он пытался мирным путем показать, открыть, вот приоткрыть завесу о одной культуре, о другой культуре. И он начинал это делать через сказки. Он вообще там, я смотрела, да, то есть он
он учил их читать, они должны были пересказывать эти сказки. То есть это какие сказки? Это могли быть как хроническое предание, да, сказания о пророках, так могли быть Шуреле, Суанасы, Албасты, Див, Дию. И все эти, кстати, труды, многие труды, особенно вот про этих существ, они переизданы. Потом, позже он издает труд о поверьях и обрядах казанских татар. Предисловие к этому изданию пишут ученые Санкт-Петербурга. Ученые Петербурга пишут предисловие. Они пишут, что этот татарский ученый подходит как ученый. Несмотря на то, что он мусульманин, он магометанин, он татарин, он пишет как ученый. Если он пишет о татарах, он пишет, чтобы понять татарскую душу, да, вообще весь менталитет татар, я вам приведу сказку. И приводит сказку Гульназек. И там действительно, то есть, как и я вот даже рекомендую многим прочитать, и каждый ее, может, кто-то по-своему прочтет, но там как раз-таки о том, что татарин, если случается какой-то кризисный момент, он находит пути решения. Потом он писал отдельно для детей. Бушвака, да, то есть когда дети там 10 лет могут открыть книгу, прочитать про естественные какие-то состояния природы. Писал сказки, например, вот как мы сегодня с детьми читали, «Тільки белян әтеш», «Арслан» там был еще, «Тільки хамбуре». То есть это, по сути дела, басни о хитрости, о ловкости, о уме, о дипломатии. И вот эти сказки, они ведь Каюм Насыри пропагандировались еще за счет чего? Этот человек понимал, какое место, какую роль имеет сказка в детстве ребенка. Это воспитание морали и нравственности, как что говорится у татар «адаб белян ахляк». То есть вообще считал же у татар то есть невоспитанный ребенок не может получать грамоту, пока он не будет воспитан, пока он не научится слушаться старших, принимать все этапы жизни как есть, как должны, либо решать их, да, только тогда он может пойти учиться грамоте. Это было как раз годам 10-9, а до этого у каждого татарского ребенка были какие-нибудь абиляр или абыстай или абыс, которые вот и читали сказки. Народные сказки вызывают большой интерес у зрителей детского телеканала на татарском языке Шаян ТВ. На канале Шаян ТВ у нас выходит программа «Кичке Кетлер», где мы рассказываем народные сказки нашим детишкам. Там используются разные иллюстрации, используется также песочная анимация. И мы таким образом через иллюстрацию показываем детям, рассказываем таким образом детям про ту или иную сказку. Эта программа очень актуальна, это дети очень любят. У нас она выходит 2 раза, в дневное время и вечером. Народные сказки – это огромнейший пласт высокой культуры наших предков, где в их наследии большое значение имели сказки. Ведь что такое сказка? Это народная мудрость, передаваемая из поколения в поколение. В сказках продолжают жить культура и традиции того или иного народа.